Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях и беседуем с интересными людьми. Сегодня у нас очень интересный, знающий, профессиональный собеседник и мой коллега Сергей Гармаш. Добрый вечер. Сергей Гармаш, если кто не знает, это известный журналист из Донецка, человек, который ну, понятно, почему он сейчас в Киеве. Он главный редактор интернет-издания «Остров», а до этого был корреспондентом радио «Свобода» в Донецкой области, «Интерфакс Украина», редактором газеты в Янакиево и радио и так далее, и так далее. То есть в чистом виде журналист, но сейчас себя, вот я спросил до эфира, Сергей, он журналистом не считает, а считает аналитиком. Ну, в принципе. Ну, это близко, ну, как мы правильно сказали, немножко другая аудитория. Э, Вот почему, конечно, Сергей часто бывает на телеканале АТР. И спасибо большое, что приходишь, потому что, в принципе, мы такие же братья Да. по Кому и одному и тому прихожу. же. Да. Наш канал все время говорит о Крыме, о Донбассе. И я не помню просто ни одного случая, чтобы у нас был эфир, где мы говорили бы про Крым и не говорили бы о Донбассе. Ну, это то, что мы понимаем причинно-следственной связи, не дураки. Знаем, что из чего выросло. И что нам дальше еще грозит. Но понятно, что сейчас ты пришел уже в новом статусе, в статусе, как правильно, члена вот скажи, как это называется? Член политической подгруппы, Мгм. трехсторонней контактной группы украинской делегации на Минских переговорах. Мгм. Это общественная должность, это Это статус общественная какой-то? должность, да, статус у нас советников, то есть мы официально введены в состав делегации, нота МИДа, но денег за это не платят. Да нет, ты же не про деньги, я просто о том, что статус Ну, какой очень дипломатический. многие возбудились, что бюджет Серьезно? будет на нас, да, в Так. Фейсбуке бюджет на нас будет сильно много тратить. Поэтому я как бы вот отвечаю таким людям, что не переживайте, на нас Слушай, ну много не вот потратить. честно, у меня даже мысли такой в голове не возникло про какие-то бюджеты. Что за бред Ну, вообще? Какие-то тролли, Серега. да нет, я думаю, не тролли. Ну, просто люди разные, я к этому привык. Люди очень разные. Но вы находитесь там в статусе членов делегации Министерства иностранных дел Украины. В статусе советников, членов Советник, делегации. Я не советник знаю, членов как делегации. оно к Министерству иностранных дел относится, поскольку, дайте называть, что сами Минские переговоры, они такие околостатусные, то есть фактически у них дипломатического статуса, ну и нет. Ну Это да. очень сомнительный процесс с точки зрения юридической. Поэтому это скорее как воля вот нормандской четверки, так называемой, да, лидеров четырех государств, рабочая площадка по реализации их воли, скажем, или наработке решений, которые они потом принимают. А вот что касается статусности, то Ну, она и название контактной группы, это ни о чем будет другому и не говорит, да, в да, принципе, да, потому абсолютно что верно. решения-то не в этом месте принимаются. И я знаю, многих людей приглашали, некоторые отказывались, из депутатов, из других людей. И почему ты согласился? И быстро ли согласился? И когда поступило предложение? Давно ли? Может, они уговаривали, там, выясняли? Согласился сразу. Мгм. Почему? Потому что мне, во-первых, как аналитику интересно смотреть на этот процесс со стороны. Раньше я все время угадывал, и, кстати, правильно угадывал эти процессы. Сейчас я попал внутрь. Опять же, влиять на процесс, а влиять я хочу на него уже как действительно переселенец, человек, который, скажем, имеет отношение к Донбассу непосредственно и заинтересован в конкретном разрешении этой проблемы. Находясь внутри процесса, я имею возможность влиять на процесс, не просто даже писать о нем, а влиять на него. Почему многие отказывались? Я думаю, потому что действительно не верят в эффективность. Многие мои знакомые отказывались, потому что у них там родственники остались, и они не хотят рисковать ими. Мгм. А, Поэтому я сразу согласен. Хотя у меня тоже есть там родственники, ну как бы их сложно будет отследить, уже фамилии разные. Я надеюсь, что... А, Как предложили? Позвонил помощник Резникова Алексея Юрьевича, вице-премьера, сказал, что там состоится онлайн-беседа, сможете пообщаться с вице-премьером. Я согласился, естественно, мне это интересно. Пообщались. Это действительно было общение. То есть и мне задавали вопросы, и я задавал вопросы. Вот, то есть мне было интересно совпадение, скажем, наших Ну, то есть не было разговора какого-то чиновника там с... не было, кроме Да. того, не было даже предложений. То есть я понимал, конечно, к чему идет речь, Мгм. но как бы конкретных предложений мне никто не делал. Мы просто общались. Он выяснял мое мнение, опять же, по Минским переговорам, как я отношусь вообще к этому процессу, какую я вижу его перспективу. А, Ну и все, неделя затишья, потом мне позвонили, сказали, что завтра встреча в офисе президента.
А ты, И через день мы уже сидели в кабинете Резникова, где происходило заседание ТГК. а Зеленский был? Нет, Зеленского не было. Был Ты видел только Ермак. Зеленского вообще? Или нет? Он в этом не участвовал? Нет, он не участвовал. То есть Ермак и Резников. Ермак и Резников. Мгм. До этого момента очень много было разговоров о том, что сейчас будут вот а-ля сивохи там, да, с нашей стороны якобы, а с той стороны будут такие же сивохи, но подконтрольные ДНР и ЛНР. Да, очень много было копий сломано об этом, и это длилось, ну, наверное, месяц, да. Вот. И ты же, наверное, тоже общался с Резниковым, спрашивал, вот, как с этой идеей. Меня интересовал, да, один вопрос. Не является ли вот это, то, что нам предлагают, другим соусом идеи с консультативным советом? Потому что я против консультативного совета. Кроме того, вот, вы говорите, что сивохи с той стороны будут. Сивохи с той стороны как раз и есть уже. Вот все 5 лет они там сидят, сивохи с той стороны. Да, и я не хотел, конечно, участвовать в этом процессе, потому что я не вижу в нем смысла. Более того, я считаю его вредным. Вот то, о чем говорит Сивоха. То есть, когда Россия посредник, а кто-то с кем-то разговаривает, кто не принимает решений. Я как бы по жизни привык принимать решения. У меня в жизни, ну только в Янаке, наверное, когда я работал в газете, был начальник вообще. А так я всю жизнь сам себе начальник, скажем так. Поэтому просто идти в какой-то процесс я бы не пошел. Я пошел туда, потому что я видел, во-первых, что наши взгляды совпадают. А во-вторых, потому что я вижу, что я могу влиять на процесс, действительно. А в-третьих, именно для того, чтобы не было консультативных советов. Потому что если я уже туда пошел, то его точно не будет. То есть мы туда для того и пошли, чтобы вот... В чем была идея консультативного совета для нашей власти? В том, что Минск требует консультации и согласования, это дословно, с представителями ОРДЛО. Вот они думали, это, я думаю, была идея России все-таки, они думали реализовать вот так вот, в такой Ну, форме. оттуда как бы. привести марионеток. Да, и типа консультироваться с ними там. Сейчас другая концепция возобладала, что представители ОРДЛО– это представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Соответственно, Украина их назначает. Они административные единицы Украины, Донецкой и Луганской области. Вот нас Украина назначила, с нами консультирует. С другими своими коллегами, я вот Дениса Казанского знаю, двух из Луганска людей я не знаю. Ты знал, что они тоже приглашены? Сколько будет людей? Или вот, не знал? Я не знал. Кто-то, то есть мы познакомились уже в офисе президента, скажем. Потом я уже начал узнавать действительно, что там у них за бэк. Опять же, с подачи. То есть мне показались вполне нормальные люди. Потом я уже начал читать и про себя гадости кучу, и про этих людей гадости кучу. Начал что-то смотреть. Я не вижу, честно скажу, проблемы в таком составе. Просто мы с Дэном, конечно, более медийные, да. Мы уже 6 лет варимся в этом. Мы, конечно, больше знаем нюансов. Они более, ну, то есть обычные люди, которые живут своей жизнью, да, врач, общественный деятель. Пока что у нас нет разногласий. Мы даже вчера специально я приглашал их к себе в офисы, мы сидели, именно для того, чтобы выяснить, вот много чего понаписывали про нас. Ну, И то я есть, на хотел... самом деле, что кто думает, Да, чем да, живет. да, потому что, ну, для меня это важно все-таки в каком коллективе. И я не увидел глобальных разногласий. Может быть, эмоциональная оценка разная, да, кто-то мягче, кто-то жестче, там, кто-то радикальнее, кто-то конструктивнее. Но в том, что Донбасс– это Украина, в том, что выборы после закрытия границы, как бы, в этом мы едины, и поэтому я пока не вижу никакой проблемы. Но если вдруг какая-то проблема... То есть, смотри, ты же журналист, да, приглашают таких людей, там, как Казанского или тебя, это, с одной стороны... Нет, на самом деле делает честь людям, которые пригласили, потому что вы в плане медийности токсичны. То есть ваша профессия предусматривает, что если вы будете видеть что-то не то, вы обязательно об этом скажете, да? И, наверное, ты и Ермакову об этом сказал, и Резникову сказал. Они понимали, с кем имеют дело, но раз сами пригласили. Да. Ну, Резникову я говорил, кстати, Ермаку я ничего не говорил. Но да, я в последнее время много нелицеприятно писал о Ермаке. Если меня все-таки после этого пригласили, то я думаю, они понимают, да, с кем связались. И я думаю, что это все-таки благодаря тому, что как раз что я писал. Моя позиция с ними сейчас совпала. Я еще 5 лет назад говорил, что Минские соглашения в принципе зло. Но они так выписаны, что их можно трактовать по-разному. Если наша трактовка победит, то мы можем их выкрутить. То есть не отдавать инициативу туда. Да, да. Мгм. И я говорил, что там написано, нужны консультации с представителем ОРДЛО. Я говорил, я представитель ОРДЛО. Вот я действительно так и говорил, консультируйтесь со мной. Я не думаю, что там кто-то смотрел эти эфиры там 5-летней давности, и вдруг вот так совпало, судьба так сыграла. Но тем не менее, действительно, я сейчас представитель ОРДЛО, и они консультируются со мной.
Ну, Резника я немножко знаю, про Ермака не знаю. Ты не видел тоже до этого момента, да? До этого нет. Какие впечатления во главе офиса президента? Эм, Скажем так, до этого я шел, думая, что Ермак враг, честно скажу. Мне казалось, что он, если не агент ФСБ, то агент влияния. Как минимум, может быть, неосознанный, но агент влияния. Да. Когда я пообщался, а общение, собственно, заключалось с Ермаком в том, что мы ему задавали вопросы. Он не задавал нам вопросов практически. Мы ему задавали вопросы. Он отвечал, Ну, вы-то публичные, кстати, люди, да? По вашей да, позиции это более-менее понятно, да. да. Он отвечал, на мой взгляд, искренне. И мне кажется, что он заметно прогрессировал. Либо он раньше не раскрывался вот в вопросе Донбасса, ну, из дипломатических, может, соображений, да, то есть еще были иллюзии, что можно договориться, как-то порешать эти вопросы. То сейчас, я думаю, Россия своей неуступчивостью заставляет их становиться более радикальными, как раз вот нашу власть по отношению к Вот России. скажи то, что мы писали еще с самого начала, вот всегда. Да, да. Я думаю, что, кстати, президент Зеленский, наверное, будет еще более антироссийским, чем президент Порошенко. Путин это Путин умеет. этого добьется, да. Путин Помнишь, просто Порошенко же заставляет. тоже был достаточно, Да, да. как бы сказать, ну, гуманно настроен сначала, да? Потом Ну, он Путин был сделал то, более что- коммерчески, да, мне кажется, настроен. Он хотел, ну, как-то, естественно, да, всё, типа да. по-деловому, типа Да. там какие-то взаимные уступки. Потом Путин объяснил, что такое называется взаимные уступки с точки зрения России. Да, вот здесь то же Всё. самое. У Зеленского не будет выбора просто. Если как бы он идет навстречу, а ему не идут навстречу, то он либо врубается в эту стену, либо отходит назад. Но ему же надо объяснять народу, почему не получается то, что он обещал. Мир, там все прочее. Ну, то есть медийный ярлык агента, там, агента влияния Москвы и так далее с Ермака снимать. Я для себя снял его, да. Я считаю, что Безусловно и бесповоротно. может быть, он в чем-то не разобрался в ситуации, а в ней, конечно, нельзя разобраться за год даже, понимаете, если мы 6 лет в ней варимся, и то не все понимаем, я думаю. Но намерения его, я думаю, все-таки добрые. Ну, раз так, послушаем. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас в гостях будет Андрей Ермак, и нам есть о чем с ним поговорить. Я приглашаю, конечно, Андрея к нам в студию АТР. Вот, а пока цитата. Глава офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег» рассказал, чего удалось достичь на минских переговорах и какие цели сейчас у украинской делегации. Послушаем, что сказал Андрей Ермак, а потом обсудим с гостем. Протокол про консультативну раду що тоді, що зараз немає ніякої сили, але це дозволило нам здійснити обмін полонених та повернути 20 наших громадян. Тому я вважаю, що це того варте. Я радий, що суспільство уважно стежить за усіма процесами. Ми змогли повернути людей, підбадьорити мінський процес і зайняти домінуючу позицію. Коли суспільство побачить, які люди будуть з'являтися в рамках ТКГ, будь-які підозри і натяки на зраду розвіються. Переконаний, що ті люди, які сьогодні ставляться до всього зі скепсисом, побачивши результат, до якого ми рухаємось, нехай і не скажуть відкрито, але точно подумають: «Дідько, я був неправий, дарма я так думав». Результат – це припинення війни на наших умовах, кордон під нашим контролем, повернення наших територій, в майбутньому – повернення Криму. Ну вот, такая цитата. И, ну, я не знаю, вот все, что до этого было, да, вот как ты думаешь, зачем? Вот зачем были обещания прекратить войну, перестав стрелять? Зачем были обещания какого-то легкого мира, каких-то быстрых решений и так далее? Ведь сейчас там, ну и вот Андрей Ермак, и, я думаю, Зеленский действительно понимает, что никаких решений не быстрых не может быть, да? Вот. Почему так было? Что это? А как вы думаете, вот вы бы смогли за год стать известным комиком, медиапродюсером? Думаю, вот, что год, за с 40 нуля? лет бы не смог. Вот, и я то же самое. Я думаю, что Зеленский тоже как бы из известных медиков за год стать Из великим медиков? политиком. Из медиков? Из Комиков, медиков? да. Комиков, медиков. Да, за год стать сразу таким глобальным политиком, вникнуть в такие тонкие процессы, которые мы-то их понимаем, потому что мы были в них. Да? Варились в Мы этом их всем, можем да. почувствовать даже, не то что знать, а чувствовать. Это совершенно другое измерение понимания проблемы. Они не могут этого сделать. Поэтому у них были иллюзии. Это, я думаю, не ошибка, это были иллюзии. Что можно договориться, что есть интересы там и там, что это какой-то внутренний действительно конфликт спровоцированный, что народ там какого-то Донбасса чего-то хочет там. То есть я думаю, что это было все. То есть, давай так, искреннее заблуждение, неискреннее заблуждение. Я думаю, искренне. Я думаю, искренне.
Ну, как бы, ну, я не видел лжи, скажем, в глазах Зеленского, когда он вообще это говорил. Поэтому я думаю, что это было искреннее заблуждение. И, кстати, я думаю, что полностью оно еще не прошло. Вот по словам того же Ермака в этом интервью «Левому берегу», Мгм. которое сегодня читал, а, там он все равно говорит о том, что вот будут представлять в ТКГ Украину люди оттуда, которые не связаны там с ДНР, ЛНР, там не воевали с украинцами и прочее. А я задаю простой вопрос, как они оттуда смогут, э, Слушай, кто тут им родственников люди, обеспечит, да, кто им родственников люди обеспечит скрывают, да. безопасность там, если они будут, живя там, ну, отстаивать интересы Украины. А нам же не нужны люди, которые отстаивают интересы России. Там уже есть в Минске люди, которые отстаивают интересы России. Поэтому, мне кажется, еще вот нюансы какие-то не совсем они понимают. Но направление движения у них абсолютно правильное сейчас. Ну, придется, значит, разговаривать, объяснять. И... Ну, мы это делаем. По крайней мере, у меня очень большой оптимизм в связи с тем, что Алексей Резников там, и он прекрасно Нет, у меня понимает тоже, и да. видит, Да. да. Он-то давно в теме, и он Да. понимает. Да. Поэтому я думаю, что он сможет объяснять и разговаривать. А, Кто представляет там ту сторону? Вот ты кого-то здесь и знаешь, нет? Лично. Нет, никого, к счастью, не знаю. Хотя они говорили, что там кого-то знают. Я никого не знаю. Ну, с луганчанами вообще ж Донецк, как бы с Луганском всегда Ну, это немножко. когда? Как Британия и Франция, Да, например. поэтому мы особо никогда не знакомились. И, донецких, а, я их вообще не новый, скажем. Если там тот же Мирошник, да, он как бы действительно был известен, он до этого что там возглавлял ТРК областную, по-моему, еще что-то там. Ну, то есть он всегда на партию регионов, но работал публично. То Донецкий, ну, Никанорова, откуда она взялась, да. Я, честно говоря, считал, что она не очень умная. Ну, думаю, посадили блондинку, потому что Пушилину нравится. Когда я пообщался, я видел, что как раз блондинка гораздо умнее, чем Дейнега и Мирошник вместе взятые. А, Это пусть сторонники гендерного равенства отметят, пожалуйста. Вот. Поэтому я не знаю этих людей. Ну, большого впечатления они на меня не произвели и, наверное, не могли произвести, потому что они прекрасно понимают, что они ничего не решают. А какие у них должности Они там играют в роли. их этих иерархиях бандитских? А, Ну, Никанорова и Дейнега, они министры, в кавычках, иностранных дел. Мирошник, я не знаю, честно говоря, кто он там. Дело в том, что дело не в том, какие они там должности занимают. Дело в том, какую они должность, кто они официально вообще в Минской ТКГ. Кто? Вот да. Вот я не знаю. Мгм. И никто мне не может ответить на этот вопрос. Нам все 5 лет говорили, что они приглашенные со стороны России. Тогда почему ОБСЕ рассылает им документы там, на какие-то согласования? Мне это непонятно, и мы как бы я постоянно начал уже несколько раз, хотя всего 2 дня как бы работали в группе, но я один раз и второй раз обращал внимание представителя ОБСЕ, то когда он говорит об ОРДЛО, пусть уточняет, к кому он обращается, потому что мы ОРДЛО теперь. Но ОБСЕ еще не успела вот этот алгоритм новый осмыслить и понять. То есть они еще не... А эти представители бюрократически. России, я правильно все понимаю? Я считаю, что это представитель России из ОРДЛО, а мы представители ОРДЛО от Украины. И это вполне логично. Они там отстаивают интересы только российские, и Россия отстаивает только их интересы. Как себя ведут в личном плане? Заискивают, хитрят, улыбаются, Хамят. ругаются, хамят. Ну, мы же общались в онлайне, поэтому как Да, бы... вот как это выглядит? Вот экран, да? Вот Да. ты сидишь перед камерой. Вот мы сидим, да, А вы вчетвером, вместе в сидите, пятером, что ли? да. Ага. Здесь большой монитор. Там в отдельных окошках появляется Морель в нашем случае, координатор от ОБСЕ. Там отдельно Дейнега, там отдельно Мирошник. В одном окошке вместе Никанорова с Михайловой. Э, и представитель российского МИДа. Я про них забыл, потому что они как бы самые тихие и незаметные, сидят там в стороне. Они ими дирижируют. То есть они... Они, может быть, не дирижируют, но они делают вид, что они как бы В стороне. наблюдатели, да, Ага. что они в Игра стороне. такая. Да, а вот те... А я как бы говорю о том, что вот мы увидим и поймем, что Россия действительно хочет что-то решить этим процессом, когда там больше представителей России, российского МИДа будут говорить больше, чем вот эти, извините, тапочки Путина я их называю, потому что они прекрасно понимают, что они ничего не решают. И преступление, считаю, Украины в том, что она 5 лет имитировала диалог с кем-то там, вместо того, чтобы реально разговаривать с теми, кто принимает решения. Я понимаю, что это был не наш выбор, но не нужно было его вообще принимать, такой выбор. Изначально нужно было настаивать на естественном формате Минских соглашений. Трехсторонняя контактная группа. Значит, 3 стороны, не 5 сторон. Понимаете? Да, получается же, да. Получается, что Россия раздвоилась как бы там, да? Ну, Россия говорит, что ОБСЕ и Россия наблюдатели, а вот 3 стороны — это ДНР, ЛНР и Украина.
Естественно, мы такую позицию не принимаем ни в коем случае. И мы хотим знать теперь, да, кто они там. Если мы официальные члены делегации украинской, то кто они? Я готов с ними, кстати, разговаривать, если Россия включит их официально в состав своей делегации. Так Чем нет, фактически признает себя но они стороной же так конфликта. никогда не сделают. Ну, значит, мы не будем с ними разговаривать. Мы сейчас с ними, собственно, не разговариваем. Мы реагируем на их реплики, но при этом обращаемся либо к представителю МИДа российского, либо к ОБСЕ. То есть есть модератор, Да, это ОБСЕ. да, Морей. Модератор говорит, ваше слово, ваше слово, ваше Да, слово, да, ваше слово, да, ваше слово, ваше да. слово. То есть прямого диалога даже в онлайне нет никакого. Ну, он может быть, диалог, в принципе, можно включить микрофон, на кнопочку нажать и начать кричать там и базар. Бывает такое, когда они там перекрикивают, нас перебивают. Вот последняя, кстати, встреча уже ТГК, не рабочей подгруппы политических вопросов, а именно ТГК, когда мы вошли, и координатор от ОБСЕ, она ну, либо не поняла, либо хотела сыграть на скрипку России, скажем так. Россиянин Грызлов сказал, что ну познакомились с ними, привели и все, давайте дальше работать как раньше. И она тоже говорит, ну это да, мы, вероятно, людей ввели, как бы мы с ними познакомились, и дальше тоже все будет как прежде. И наш тогда уже, мы выдержали паузу. У нас Костин Андрей, кстати, руководитель нашей подгруппы, очень профессиональный в этом плане. Он выдержал паузу, и когда уже все заканчивалось, у него было фактически последнее слово он взял, он встал и заявил о том, что как бы эти люди официально включены в состав делегации, они будут работать не постоянно. Там начал Дейнега орать, просто истерить что-то. Представитель ОБСЕ уже показала вот так вот, типа все, базар заканчивается, давайте. И мы выключили как бы монитор, и на этом точка была поставлена нами, скажем. То есть бывают такие случаи, когда просто прекращать. Да, да. Но в данном случае мы и так бы прекратили общаться, потому что время вышло, как бы мы просто специально оставили вот это заявление на последний аккорд, чтобы уже... А никто хамят после это нас. как? Хамят, кто они такие, их непрозрачно выбрали, ну, то есть как будто их прозрачно выбрали. Мы, Дейнега там начали говорить, мы знаем этих людей, они там себя плохо показали. Фашисты. Да, плохо себя показали, ну, слов фашист не было, но плохо себя показали в 2014 году. Я встал и говорю, это как? Это мы захватывали государственные здания, грабили автосалоны, убивали людей, пытали их. И это мы, если мы это не делали, то значит мы себя плохо показали, а вы тогда как себя показали? Ну, то есть есть такие, да, эмоциональные моменты, дискуссии, когда я даже нарушил, скажем, дипломатический этикет, и Грызлов сидел, и я сказал, что оккупированная Россией территория Донбасса. И это, собственно, единственное, что заставило Грызлова раскрыть рот, потому что он все время молчал. Потом он взял слово и сказал, что давайте использовать лексику Минских соглашений. И меня поправили, и наши тоже, что действительно принято как бы использовать лексику именно Минских соглашений на этих переговорах. То есть там можно говорить, что угодно, а здесь мы говорим только в лексике Минских соглашений нет слова оккупация. Подожди, и что ж тебя кто-то может заставить перестать говорить, что твоя родина оккупирована? Ну, в данном случае, да, если мы говорим о конструктивном диалоге, мы на него все-таки надеемся, что Россия когда-то к нему придет. Но здесь вопрос другой, что теперь я, кстати, жду следующий ТКГ, и я хочу этим же аргументом их, скажем, ударить, да, потому что в лексике Минских соглашений нет ДНР, ЛНР, нет самопровозглашенных республик, нет внутриукраинского конфликта. И если Так они будут вынуждены придерживаться лексики Минских соглашений, то, в принципе, меня это очень устроит. Так нет, так тогда или давайте уже, слушайте, либо давайте вот в жанр спектакля играть, вот театра кабуки, какого-то, да, своими условностями, как и в греческой драме, там, где каждый говорит свою роль, там, и все понимают, но не произносятся многие вещи, да. Либо давайте говорить как есть, и вы себя называйте как хотите, а мы будем говорить, что вы оккупанты, и тогда... Ну, мне трудно здесь давать оценку, я не дипломат, да, я вот сел в идущий поезд, и меня... Так ты не дипломат, но ты же не станешь в данном дипломатом. случае, как бы, я уже член делегации, я участвую в дипломатическом процессе. Единственное, что я скажу, вот я для себя этот вывод сделал, что Минск это действительно шоу в большой степени, это имитация диалога, не диалог ни в коем случае, потому он ничего не дал нам за 5 лет. Но его нужно сохранять на случай, если Россия все-таки под воздействием ковида, там, падения цен на нефть, не знаю, американских выборов, наших каких-то действий, все-таки захочет решить вопрос, нормально решить его, конструктивно, уйти из Донбасса. Вот тогда это будет та площадка, которая, скажем, позволит это сделать России, сохранив лицо какое-то. Ну и какая вообще, ну кроме вот этих непонятных перспектив, а мы о них еще поговорим, вот сейчас, онлайн, зараз,
Яка користь від цього? От просто, от зачем ты там сидишь? Если результаты, если и будет гипотетически, то в каком-то далеком будущем. Что это? Это, Ну, я, например, думаю, что это будет не в далеком будущем, а года через 2, а ну, может и раньше. это для кого тоже В течение далекое, 2 да, лет. неважно. Ну, просто вы запомните эту цифру, обычно я не... Так я записал. Вы угадываю. Причем мы на «ты», что там на «вы» Ну, разговариваем? и мы ж в эфире. Ну и что? Можно, да, хорошо. Вот. Что я там делаю? А, Во-первых, я могу показывать западным партнерам, скажем так, позицию действительно жителей Донбасса, которые вернутся туда. Я говорю о том, что даже если мы там не живем, мы не живем там не по своей Вынуждены, воле. вы беженцы, переселенцы. Да, мы живем да. там не по своей воле. И если цель Минска декларативная, но она есть, вернуть эти территории под юрисдикцию Украины снова, то мы туда вернемся. А значит, мы должны там чувствовать себя в безопасности с нашими противоположными политическими взглядами. Соответственно, кому как не нам, да, оговаривать условия нашего возвращения туда. Ну да, вы же чувствуете свои угрозы. Мы такой себе же там, субъект, да, как и те люди, которые там кого-то якобы представляют. Мы такой же субъект, мы туда вернемся. И под нас тоже нужно формировать правила выборов, проведения выборов там. Особый статус, так называемый, будет он или не будет, какой он будет, опять же. То есть мы обязательно должны в этом участвовать. И я чувствую, что я могу влиять на это действительно. Не, классно, если так. Ну, посмотрим. А сколько было Да. заседаний уже? Было одно заседание рабочей подгруппы и одна непосредственно ТГК. А будут встречи, ну, когда будет карантин снят? Будут это в формате онлайн только потому, что карантин? Да, да. А так Хотя, мне придется кажется, это сидеть? достаточно эффективный, скажем так, метод общения, и не обязательно ездить в Минск. Но если будут, придется ездить. Если, опять же, позовут. Мы же вот сейчас говорим, может, наговорим, что уже и не позовут. Что тебя Да. заметен на какой-нибудь представитель. На самом деле, в последнее время, я честно скажу, может, даже немножко на эмоциях, вчера я посмотрел ролик бывшего депутата партии региона Бондика, который целое видео снял, и столько грязи вылил на меня. Причем опустившись на уровень постели, грязного белья, вот это публично. И он там кричит: мы не уважаем этих людей. Да, Ты ж понимаешь, они почему. собачьи будки, про собачью будку мы уже много раз говорили, они собачьи будки в своей жизни не построят. Я там, он про себя говорит, я депутат, служащий первого ранга, там, кандидат наук, там, и вот столько ненависти, что я просто подумал, что я недооценивал вообще вот это моей роли в этом процессе. Оказывается, кость в горле. Да, оказывается, если так они реагируют, а я же прекрасно понимаю, что эти люди как бы реагируют, транслируют Москву фактически. Это Донбасское землячество так называемое, это Бахтеева, там, Звягильский. Это тут, которые. Да, они здесь, но они как бы, я думаю, что на прямой связи с Ну Сашей вот. Клименко, с Януковичем. Конечно. Да, и меня это взбодрило, как бы. Если они, знаете, когда он сказал, что мы не уважаем этих людей, ребята, я 30 лет каждый день тяжело работаю для того, чтобы такие, как вы, и вы меня не уважали. Потому что если вы меня начнете уважать, то я себя уважать перестану. Для меня это просто лучший, скажем, комплимент, который я слышал вообще за Но последние еще годы. это злость русских за то, что Зеленский, Ермак и Резников не прислушались к их воплям с той стороны. Да, там очень растерянная позиция, очень нервная позиция. Они, собственно, я смотрю, что они формируют еще свою позицию. То есть там были абсолютно абсурдные идеи, что вот хорошо, а мы с той стороны посадим Януковича, Азарова, и пусть они с ними разговаривают. Как бы. А я только за это. Вообще, знаете, доведет ситуацию до абсурда и покажет очевидность абсурда. Это очевидно, что все. Минск русские не выполняет и выполнять не собираются. Да, Никогда. да. Поэтому мы в любом случае здесь в выигрыше сейчас. То есть Как бы они пока себя ты не видишь повели, проигрышных никаких. пока я не вижу, да. Они могут возникнуть по ходу, но пока что я вижу только выигрыш. Еще одну цитатку сейчас, хочу, чтобы мы послушали. Украина имеет как минимум 4 красные линии в переговорном процессе по Донбассу, которые она никогда ни в коем случае не перейдет. Об этом в интервью радио НВ сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который тут был многократно и говорил тоже такие очень понятные прямые вещи, которые бесили просто русских до там, я не знаю, до того, что они во всех своих ток-шоу цитировали его интервью АТР. Вот. А вот что он сказал радио НВ. Давайте послушаем про красные линии и обсудим с Сергеем. Я можу вам озвучити червоні лінії, які ми не перетнемо у переговорах щодо Донбасу. Перше – це прямий діалог з ЛДНР. Друге – ми будемо вимагати встановлення Україною контролю над кордоном і ніколи не відмовимось від цієї ідеї.
Третє. Жодні вибори не відбудуться на окупованих територіях Донбасу в присутності окупаційних російських військ або незаконних збройних формувань. Четверте. Ми прагнемо реінтеграції окремих районів Донецької і Луганської областей, але не за російським сценарієм, коли вони матимуть якесь право вето на загальнонаціональні рішення у складі України. Ну вот, вы слышали про эти 4 красные линии. Мне кажется, что, смотри, давай прям по пунктам, да? Вот. Прямой диалог с так называемыми республиками. Его никогда не будет. Ну. Русские этого хотят, они об этом просто в каждом своем ток-шоу, во всех Ну, это заявлениях. цель их, их главная Их главная стратегия, цель. да. Нет. Ставим крест. Следующее. Мы будем требовать установления Украины контроля над кордоном и никогда не откажемся от этой идеи, да? Мгм. Вот. Но никогда русские, ну если они только не потерпят поражение в этой системной гибридной войне, не отдадут кордон, они не для того границу переходили. То есть отдать границу Украине, это признать поражение в войне и сказать, ну все, не вышло, да? Ты знаешь, вот почему я говорю, что Минские соглашения нужно сохранить? Потому что они так выписаны, что можно как бы и Путину действительно особый статус там добиться чего-то там якобы, и Украине не навредить. Потому что вот, ну, например, участие органов местного управления в назначении судей, прокуроров, руководителей правоохранительных органов. А что такое участие? Участие может быть консультативным, да, то есть мы их спрашиваем, и это нормально, я считаю, что действительно Киев должен при назначении прокуроров Донецкую или Луганскую, или Львовскую, Киевскую, как угодно область, спрашивать местных. Так у нас закон о децентрализации, я прошу прощения. Ну, спросить, почему, это да, тем более закон. Ну, формально можно сказать все, что угодно. Нет, надо работать с местными элитой, надо работать вообще с местными людьми, не надо навязывать тех, кого не воспринимают в регионе, это важно все. А зачем вообще считаю. заниматься навязыванием тех, кого не воспринимают в Вот, регионе? вот. Поэтому как Люди бы выбирать должны в этом себе. плане мы можем Ну, выполнить как раз текст Минских соглашений. И Путин может сказать, что мы все-таки добились того, чего хотели. Да, вот, как бы. Это все же как российская пропаганда подаст. Ой, слушай. И там таких моментов масса. Ну, поверь. Путин, вот запомни. Вот я записал 2 года, то, что ты сказал. А ты запиши, что я тебе сказал. Никогда он, до того, как он покинет этот мир, никогда, или Россия потерпит сокрушительное поражение вообще, системное, да, контроль на границе он не отдаст. Он не для того, он хочет границу отодвигать, а не сдавать. Все будет зависеть от наших действий, насколько мы сможем удорожить для него этот проект. Это другой вопрос. Потому что Но тут экономическая ситуация в России как Советский Союз, ты же помнишь? неблагоприятна. Да, Советский Союз вышел из Но тогда Афганистана, жесточайшие были санкции, такие, что ты же помнишь, полки пустые, ну, Ну, я, честно говоря, не связывал это именно с санкциями. Я думаю, что это был системный кризис вообще советской экономики. ну а как, нефть перестали покупать? Ну, как? это я же говорю. Да. Может Так быть, он я отсюда тогда и в школе взялся. еще учился, как бы. Я думаю, что, скажем так, Россия хочет тоже как-то найти выход из этой ситуации, но не может, скажем. Я думаю, что В силу своей ментальности. никакой России нет, есть Путин один. Там примет решение. Ну, я образно говорю. Я не знаю, честно говоря. Я думаю, что не один Путин, может быть. Кто-то ж Путину доносит информацию, которая формирует Серега, его ты мнение. гость, и вот поэтому твое мнение последнее слово. Вот я не, ну, Уже последнее? нет, еще успеешь. Третье. Никакие выборы не будут проведены на оккупированных территориях Донбасса в присутствии оккупационных войск России или незаконных вооруженных формирований. Представляешь себе, такой Путин выходит и говорит: друзья, а там уже 5 лет учат в школе историю ДНР, ЛНР, там герои, Гиви Моторолы, там русский мир, русский язык. Там, да, знаете, мы тут пошутили. Ничего этого нет. Мы сейчас тут собираем чемоданы, садимся в КАМАЗы, забираем, значит, своих всех этих самых, уезжаем, а вас возвращаем Украине. Ну, как такое может быть? Ну, как? Вполне Ну, может быть. А ему пофиг, что там Путину думают. пофиг. Да, что думают, а что подумают там. Нет, что в с этими России Моторолами подумают, что пофиг. это правда. Тут ты прав. А абсолютно. Россия, по-моему, настолько устала. Причем Россия примет любое, скажем, Что он скажет? любое разжеванное, да, российской пропаганды. Ну что, мы не знаем россиян. Ну, то есть обосновать даже поражение в войне Обосновать они можно могут. запросто. Если им нужна помощь, я им помогу в этом. Ну в да, обосновании. нет, это же благородно было бы. Так, и четвертое. Мы стремимся к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не по российскому сценарию. Когда они будут иметь хоть какое-то право вето на общенациональное решение в составе Украины.
это главная мечта вообще всей этой истории, да. Да. То есть зацепиться, да, не получилось там 8 областей хапнуть там с Одессой совсем, да, но зацепиться в Донбасс, сцепиться, ну, как, знаешь, как убивает медведь. Он вцепляется в бок, и потом жертва просто истекает кровью, да. Да. И вот как парализовать весь организм, заставить вот трястись от этого, да. Ну, все, но это вот эти... Я понимаю, что Кулеба дипломат, ну, мы же не дипломаты, эти все 4 условия, но я не знаю, что должно произойти с Россией, с Путиным, чтобы он сказал, чтобы он ушел из Донбасса, я же про Крым не говорю даже. Слушай, я думаю, что мы должны ставить правильные цели. Вот мы 5 лет даже таких целей не ставим. Нужно ставить правильные цели и идти к ним. И их декларировать. И цели, идти да. к ним Мгм. практически. Мелкими шажками, может быть, где-то большими, но идти к ним. И навязывать миру наше видение этой ситуации. Но это 100% Если правильно, ничего не да. делать, то ничего не будет. А Путин, я думаю, что Россия созреет к этому. Ну, действительно, если будет дорого ей это стоит. У тебя просто аналогия вот с медведем, а у меня аналогия с рыбой, которая увидела наживку, заглотила ее, а теперь ни туда, ни сюда. Ей нужно ее Ты выплюнуть. думаешь, в что конце Путин как концов. рыба мечется и жалеет, что он это червяка захватил? А я проглотил? думаю, что он действительно захватил. И не зря Обама нас заставил, скажем так, и Германия пацифицировать себя, не ответить адекватно на Мне то, кажется, что Обама делали. просто сидел в обнимку своей Нобелевской премии мира и не понимал, что делать. Там, по идее, он должен был флот отправить, окружить Крым и сказать, Да. вы уходите вы, уходим Да. мы. Как это делали когда-то в Карибском Ну, может бассейне? быть, он не хотел, скажем, Конечно, не хотел. открытого конфликта, Ну, наверняка, да. Но да. я думаю, что как любой американский президент, какой-нибудь даже Трамп, да, просто потому что он американский президент, он хочет ослабления России. И он прекрасно понимал, что можно ее ослабить вот так вот, да. Профукали, мне кажется, они этот момент. Вот. Может быть, все может быть, в принципе. Но я не знаю, может, я просто по жизни оптимист. Я верю в то, что если я чего-то хочу, это обязательно получу. Даже папой римским могу стать. Вопрос только в цене, понимаешь? Тебе Готов ли я придется ради монашество этого? принять. Да, готов ли ради этого принять монашество, там, отказаться от вкусняшек, хорошего секса и всего прочего. Ну и как бы вопрос только в цене. Если цель стоит, то можно прийти к любой цели. Но скажи мне, а ты был когда-то в России? Я был один раз в России, нет, 2 раза. Один раз я был в Сочи, это было в начале, ну, еще в 90-х, в 93-м, может быть. И где-то в 2010-м я был в Питере на 3 дня. Поехал, мне было интересно посмотреть на этот город. Вот и все, к сожалению. Я Ну, очень люблю живопись, я всегда мечтал попасть в Третьяковку, но Эрмитажа хватило. Третьяковки, знаешь, что мне запомнилось? Это не к теме программы, просто там очень много пейзажей Крыма, Ну, кстати говоря. Таких настоящих. Того Крыма, которого нет. Вот такого, знаешь. Совсем не русского. И русские художники, как ни странно, очень хорошо его рисовали. Вот, да. Они понимали, что это для них экзотика, они вообще выписаны совершенно по-другому. Там никакой России вообще не пахнет. И картины висят, если кто-то там посмотреть, это не русская земля. не подсказывай, а то уберут. Да. Вот. Но я тебе про что просто хочу сказать, чисто так по-дружески. Украинцы очень мягкие люди в целом. Намного мягче россиян. Я среди них прожил 43 года, мне есть с чем сравнить. Потом, что хотели, даже на личном уровне, даже вот просто так. В автобусе, ну где угодно. Плюс украинцы, исходя из своей ментальности, думают, что россияне, да, немножко не такие люди, конечно, там они зомбированы пропагандой, но в принципе в них есть такая же логика, есть у них рацио, есть вот типа я ой, что я наделал там, да, ну да, признаться стыдно, что-то не так. К сожалению, вот это можно было еще думать там до 2014 года, но даже скорее до 2008, когда они в Грузию вошли, и как я видел это ликование в лицах людей, которых я никогда бы в жизни не подумал, что они будут ликовать от чужого горя. Но когда вошли в 2014 году на Донбасс, ну Крым, уже Крым был, там все визжали от восторга, потом в Донбасс, и когда люди, мои коллеги по газете, где я работал, говорили, мы убили еще 200 укропов, и выпускница с Рабонны подпрыгивала в редакционные планерки и говорила «Yes!», вот это элита их, это не вот даже простые люди, конечно, зомбированные. Я просто к тому, что вряд ли, при всем вот, при жизни Путина, по крайней мере, это мое мнение, вряд ли он сумеет даже с помощью любой пропаганды объяснить русским, почему они откуда-то уходят по одной простой причине. Их религия, ну ты же знаешь, победобесие. Их религия, мы только побеждаем, мы никогда не отступаем, и так далее, и так далее. Ну подожди, но они же ни разу не победили, как правило, но все свои Как написано, отступления, да, они подают победы. Здесь может быть то же самое.
Поэтому я не вижу проблем. Более того, знаешь, дончане же тоже немножко отличаются от остальной Украины, вот жители Донбасса, да, Востока. Чем? Хотя я не могу сравнивать, я не везде был, там недолго жил. Ксенофобию не разводи тут в Не, отношении я не жителей о ксенофобии, Донбасса. я говорю Да. о характерах. А, Мгм. Вот Донбасс чувствителен именно к силе. И я думаю, с Россией мы здесь Чуть сходны. общее Да. есть, да. Поэтому я призываю разговаривать с Россией с позиции силы. Не того, что там они покаятся там, или как-то. Покаяться, слава Богу. Значит, я неправильно тебя понял. Но нам нужно заставить их все-таки. Мелкими шажками, на всех фронтах. Не отбрасывая и военного, на мой взгляд, потому что глупо во время войны говорить, что нет. Если у тебя нет за спиной танка, танка, да. то ты Тут вообще ты и на никто. переговорах Да. ничего не будешь стоить. Конечно. Это абсолютно верно. Поэтому нужно усиливать себя на всех фронтах. Надо не торговать с Россией, а думать, как наоборот, убытки ей нанести, понимаешь? Нужно убирать отсюда, у нас до сих пор и стратегические объекты, да, системы, как бы, системы связи, опять же, Хозяева да, где водофон, находятся? да, хозяева-то в Москве сидят. И эти вопросы нужно решать. Я понимаю, что это нельзя сделать за один день, но уже за 6 лет можно было это сделать. Не ставили цели, потому что, мне кажется, наша власть тоже воспринимала это как что-то такое между Ну, собойчик. Но я, честно говоря, никаких подвижек и сейчас не замечаю. Вон артисты начинают приезжать. Ну, артист это артист. Ну как? Кстати, я не понимаю, когда там Подожди. устраивают пикеты А что ты не понимаешь? концертов Лободы, потому что это ее позиция. И к ней Причем тут ходят Лобода? такие же Ну, люди, с Лободой как она. Не украинцев нравится, свой не разговор. ходи. Украинцев с Лободой свой разговор, это я даже не Ну, лезу. о ком ты Да, говоришь? я говорю о русских. Я говорю о русских гражданах, о людях, которые всегда гастролируют в Крыму, да, они сюда рвутся. И уже кое-кого начали пускать, да. Я тебе простой вопрос. А почему артисту можно там в Крыму выступать, сюда приезжать, например, к какому-то там, ну, пусть даже не очень известному, известных все-таки не пускают, да? Да. А почему тогда какой-то русский олигарх Бабаков, например, не может тут иметь какие-то активы? Ну, это двойной стандарт. Либо ты полностью разрываешь связи с Россией, а вот так вот, ну, не знаю. Ну, я думаю, нам сложно полностью разорвать связи человеческие. Артисты Я не это про всё-таки- человечество. Артист это все-таки, на мой взгляд, ну, это гуманитарная сфера. Ну, то есть, ну, вот я как бы вырос в Советском Союзе. Я люблю Аллу Борисовну Пугачеву, которую сейчас уже не так люблю, как раньше, потому что Но ты же этого Пореченкова-то не будешь тут встречать? Пореченкова не буду встречать. Все-таки есть красные линии-то И есть для есть, этого? есть люди, которые, скажем, имели четкую антиукраинскую позицию. Их я не то, что не встречать не буду, я сделаю все, чтобы они сюда никогда не попали. А если попали, то не ушли отсюда. Мгм. Но есть люди, которые, да, они, может быть, олицетворяют собой советскую культуру. Там. Ну, та же Пугачева, она ж не выражала, скажем, четкой позиции. Не выражала, она политически, да. аккуратная в этом плане. Да, вот есть умные и аккуратные люди, почему нам с ними не работать? Да? Все равно нам как бы надо будет выстраивать отношения Серега, а с зачем мне нам Россией. нужно вот так по-честному? Знаешь, в последние 5 лет, вот ты же видишь, да, все вдруг не стало проблемы просмотра кино на украинском языке. Вдруг не стало проблемы в квотах. Вдруг оказалось, что все понимают. Да. Да, и все эти разговоры про русский язык там и так далее, и что эти преференции украинскому языку не потому, чтобы задавить там русский и так, тут вот такой вот, да, длинный язык, а это позитивное такое слово, позитивная дискриминация языку, который 400 А я лет тебе объявляли скажу, несуществующим. Я тебе скажу, просто. зачем. Вот. Я считаю, что нельзя давить на людей. Любое давление вызывает обратное противодействие. Я по себе сужу. Потому что если меня будут заставлять Мгм. разговаривать на українському языке, не давая говорить на... Вот я могу зараз перейти на українську мову Я и можу. вильно, да. Да. Но если ты меня будешь заставлять, я не перейду, честно. Потому что, а почему? Я ведь не приехал из России. Донбасский характер у Я вас родился такой. в Донецке, это мой родной язык. Почему я должен... ну, в чем моя ущербность, извините меня? Я, Тем знаешь, более... вообще не про это. Просто То я же, не- самое о культуре той же, как бы. Ну, для кого-то это пласт, да, это прошлое, это какие-то воспоминания, что-то с личностью А я связано. это мне, я опять... Этого не отбросить, поэтому не надо людей, скажем, объясняйте им. Если действительно там, кто там, Лолита, да, что-то там не туда въехала и как-то не то сказала, хотя я не помню, говорила она не то или нет, то, может быть, объясните, почему. Почему? Тогда я пойму и приму это. Когда я говорю про то, что украинского языка должно быть больше, я не говорю про то, что, естественно, кто-то должен кому-то что-то запрещать. И нам с тобой никто ничего не запретит. Вот там проще, быстрее, ярче говорить на этом языке. Мы говорим, потому что, ну, Да. просто у нас цель другая, да, донести. Но есть важный нюанс и про язык, и про культуру. Дело в том, что пока... Вот ты слушаешь два радио. В одном радио звучит
англоязычная музыка, например, а в другом на русском языке, автоматически ты какую считываешь? Русскую. Если ребенок изначально русскоязычный, какую автоматически он будет считывать и пропаганду потом? Вот чтобы русский язык стал вторым, пусть его знают, но чтобы естественным языком, который вливается в уши людей, все-таки был украинский, это огромный фаервол такой против пропаганды. Они вот этот русский Правильно, язык используют по но всему этого миру. нельзя добиться указом президента или введением закона за 3 года. Это нереально. Почему, смотри, добиться того, чтобы люди перестали воспринимать, конечно, нельзя. Но вот помнишь, сколько воплей было про кинотеатры, что никто не будет ходить? Я не помню, я Вранье просто же. не большой любитель Не, ну вранье, кинотеатров. все кинотеатры забиты, все по-украински смотрят. Квоты, никто не будет смотреть, все смотрят. Ведь ну, давай-то по-честному, украинский язык в Украине понимают все. Понимают все, но говорить Да. могут не все. Так никого, говорят, слушайте, говоришь ли Ну, я, например, заставляют? знаю нескольких депутатов прошлого созыва. Я спрашиваю, почему вот ты так редко выступаешь? Он говорит, потому что на украинском надо, я не могу как бы сформировать четко мысль и не хочется позориться. А я считаю, что их голоса должны были представлены быть на трибуне. Но ты же можешь. Ну, мне повезло, я 10 лет проработал на Радио Свобода. У меня бабушка в Харьковской области, и там тоже украинский язык, хотя не такой, как бы, это мне тоже, мне сложно, особенно нынешний украинский язык, который, я считаю, западноукраинский, мне сложно это сейчас резко переходить. И я бы сейчас медленнее говорил, если бы, скажем, мы сейчас вели общение на украинском языке. Поэтому, ну, я считаю, что мы говорим об идеальной Украине, к которой нужно стремиться. Но сейчас нужно учитывать реальность. Сейчас есть другая Украина. И давайте медленно идти. Вот даже Советский Союз, извините, я недавно задал одному старику, диссиденту, который сидел, я ему спросил, вот я увлекся живописью, да, и я, когда сейчас, ну, мне попадаются рисунки, там, 50-х, 60-х годов, нам говорят, что преследовали украинский язык, украинскую культуру, Советский Союз. А там как бы люди стоят в вышиванках больше, чем сейчас, да. Подписи украинских художников на украинском языке с надписями. Говорю, как такое может быть? И он мне объяснил, он говорит, они не запрещали украинский язык, они его так трансформировали вот медленно под российский, под русский, они убирали какие-то слова, заменяли их русскими Да, кальками. конечно, Да, конечно. что этот язык постепенно, говорит, если бы не это, он бы действительно, если бы не независимость, там, нет, он бы действительно превратился в русский. Белорусская мова, пожалуйста, Да, тебе он бы пример. был одним. Да. Поэтому вот давайте учиться у Советов, в чем-то они были умны, по крайней мере в обработке, скажем, идти к нашей большой цели, но медленно, не задевая чувств людей. Потому что это очень важно. Сегодня, когда мы все, ты посмотри, уже у нас, видишь, на улицах сегодня дерутся там сторонники Шария. То есть Я российскую агентуру вообще не беру. я тоже, но тем не Да. менее, это вышло уже на улице, вот что мне не понравилось. То есть я когда видел, как они избивают друг друга, у меня была ассоциация сразу, как в Донецке людей били, понимаешь, за не те взгляды. Ну, знаешь, если бы у нас СБУ нормально работала, то никакой бы демонстрации этих людей бы не Абсолютно было. правильно. Согласен? И полиция. Ну, как бы там, видишь, есть свои интересы. Но, тем не менее, противостояние в обществе есть. Не нужно его усиливать, пока у нас есть внешний враг. Давайте разберемся с внешним врагом, потом будем Но между ты же собой. смотри, но гуманитарный фронт такой же. Вот ты говоришь, русские понимают силу. Абсолютно верно. Пока не видит силу, все. Как только даем слабину, например, изменяем закон, под воздействием вот этих проплаченных людей мы, допустим, изменим закон про мову, да? И скажем, отлично. Они же этого не оценят никогда как какой-то позитив. Они будут давить дальше. У них психология такая. А почему здесь рук? Если мы поменяем закон про мову, мы его не для русских изменим. Мы его изменим для тех 40%, которые сегодня на русском языке Ой, смотри, говорят смотри. и считают его родным. Ну, смотри, это отдельный разговор, мы с тобой еще на эту тему поговорим в других Да. эфирах. Кстати, Просто- вот меня после такого разговора на Пятый канал перестали звать, вот когда Да. мы поговорили откровенно о моем взгляде на языковую Не, политику. смотри, я На этом про всё другое. закончилось. Вот смотри, заканчивая уже программу, просто Да. я хочу, чтобы ты тоже понимал, что я там не какой-то там, я про другое. Про то, что государство должно сдавать стандарты. Грубо говоря, если бы в Израиле не были приняты законы о введении и поддержке иврита, добровольно это могло длиться 300 лет, а может быть 3000. Но на каком-то начальном этапе механизм должен быть, к нему должны приложены быть усилия просто. И Да, стандарты должны быть я заданы. абсолютно согласен. Я же говорю, Да. я за квоты. Я за то, чтобы украинский язык был абсолютно единственным государственным, но государственным. А когда мне говорят, потому что государство это институт, скажем так, когда мне говорят там в законе, как написано, и во всех сферах общественной жизни. Извините, это уже как бы, почему мне должны определять, если государство мне не платит, да? Ну, в частности, моя редакция. Мы через 2 уже года должны будем перейти на украинский язык. Извините, а кто мне оплатит переводчиков, создание украиноязычной версии?
Кто мне оплатит потерю моей аудитории, которая перейдет и начнет читать российские сайты, а не русскоязычный остров, потому что он станет... Ну, кто-то из принципа, кто-то из злости, То понимаете? есть моменты в войне, Эти на твой вопросы взгляд, нужно гибридные. учитывать. Абсолютно, абсолютно. Я же говорю, давайте разберемся с внешним врагом, а потом между собой мы договоримся. Но пока есть, нам и с ними же тоже надо разговаривать. Нас же читают и там. А как мы с ними будем? На украинском языке говорить? А сколько, извините, украинской диаспоры во всем мире, но они русскоязычные, и русские Ну, там. кстати, есть законы об вещании, я не знаю, как они прописаны в Украине, но, например, в западных странах вещающие вовне, там другие действуют истории, да, другие там Ну, у законы нас, другие. ты же знаешь, у нас не было, скажем так, вещания на русском языке, Жалко, что у нас программа подошла Была к концу. русскоязычная редакция на украинском радио, да, я знаю. Она, по-моему, сейчас есть. С нами был Сергей Гармаш. Подчеркиваю, Сергей Гармаш, а не Гармаш. Да. И также подчеркиваю для тех, кто нас смотрит, Мустафа Джемилев, а не Джемилев. И в украинском языке даже буковка есть такая вот Е называется, Джемилев. Специально Тоже подсказочка. Да, потому что в русском одинаково пишется. Мгм. Да, а в украинском специально для фамилии Джемилев есть такая буква Джемилев. Никак иначе. Никакой не Джемильов через мягкий знак с О. Да? Казалось, простая вещь, а фамилия это тоже важно. Это тоже уважение друг к другу и правильный подход. Спасибо Сергею Гармашу за то, что пришел. Замечательный гость, человек, который, я думаю, что никогда не прогнется. И все. И все, а что еще? До Спасибо. побачення. Спасибо. До следующих эфиров.